Короче, вечерние воскресные гулянки. Тут скверик такой вот. Солдат спасает девочку. Вот это у них тут в Новосибирске центральная улица. Короче, вот такие здания советского времени постройки. Город-то Новосибирск молодой. Он каким-то 100 с лишним лет всего лишь. Образовался он на реке Обиль. Сначала была деревня, там строили мост, когда строили железную дорогу с Владивостока до Москвы, Транссибирскую магистраль. Вот образовался этот поселок, а потом он разросся и сделали городом Новосибирском. Сейчас у нас вечер, уже 6 часов. 6 часов вечера. Ну, видим, в Новосибирске уже такая жесткая осень. Кстати, вот облака сейчас на закате. Такие вот красивые по цвету. Нижние радует глаз. Деревья тут уже, смотрите, опадают. Сегодня тут минусовая температура у них. Как бы снега нет. Вот я видел, утром был лед замерзший. Вода замерзшая, лед. Уже эти все пожухли, опали. Листья вон все такие вот. Много тут достопримечательностей, какие-то антикварные дома. Ну, говорю, все советского времени. Потому что городом-то он, по-моему, стал уже в современном мире. Вот это центральная улица. Здесь, говорю, исторические такие здания. На каждом доме куча табличек мемориальных. Это видно деятели советского времени еще. Тут были, жили, работали в городе Новосибирск. Сейчас я направляюсь правильно по этой проспекту в сторону центральной площади ихней. Движуха тут, конечно, в Новосибе еще та. Видите, какие дома такие серенькие, такие вот. НДМУ написано. Видите, да, хрущевочки такие вот старенькие. Какое-то впечатление такой унылости, какие-то машины, что-то подобное. Ой, машины разные есть. Крутые машины, а есть поскромнее, народ-то разный здесь живет. Город так в основном как бы рабочий, я так понимаю. Рабочих, служащих стоит на реке Обь. Численность его уже, по-моему, третья по стране после Москвы, Питера. Разрастается в последнее время очень сильно. Много домов понастроено новых, как везде. Микрорайончики такие. Отдельные строят. Вот Новосибирский государственный медуниверситет. Тут много очень учебных заведений. В Сибири здесь очень много приезжают учиться сюда. Со всей Сибири, с Дальнего Востока. Образование тут, в принципе, которое получают, оно достаточно такого нормального, высокого уровня. Поэтому такая база хорошая здесь, научно-исследовательская всякая. Тут академгородок существует, знаете, вот в Новосибирске, недалеко
город Бердск, центр, как бы раньше был электроники, много было заводов. Сейчас я не знаю, там ничего же там не осталось, там ничего не делают. Вот так вот, как столица Сибири. Он. Привет. Еще раз, ага, Егор Федосеев, привет. Сегодня в Якутске состоялось открытие фонтана на площади Ленина. О, я очень рад. Но его уже, по-моему, я видел, запускали, там пробный запуск был. А потом вот тут тоже недавно видел, вроде бы запускали его. А сегодня точно открыли, да? Но это отлично. Там такой площадь сделана в Якутске шикарная, конечно. Эти СРГ, навязи, хрусталя, все такое шикарное. Да, постарались. Фонтан тоже, даже как светомузыкальный, да, фонтан, под музыку там цветная, вот эта вот вся такая вот площадка там такая красивая, зеленая, да, под наклоном как-то все сделано, оригинально, необычно. В общем-то не видел нигде, чтобы так делали оригинально. Вот смотрите, Новосибирск, осень. Вообще тут очень холодно, так сказать. Еще вот этот ветер пронизывающий. Тут рядом река Обь. Видать, с нее это дует все. Поэтому тут надо тепло одеваться. Вот тут какие-то ягоды или что это растет. Рябина, целое дерево. Ох, сколько здесь, а? Тьма тьмущая. Тьма тьмущая. Да, ну сейчас воскресенье, уже вечер, как бы люди готовятся к понедельнику. Вот относительно немного ходят. Завтра уже рабочая неделя, понедельник, трудовая, да, начинается. Сейчас уже вечер, все люди по домам расходятся, чтобы приготовиться. Так, тут много велосипедистов, гоняют они тут. Один там вообще гнал, как сумасшедший, по тротуарам. Ну, вот эти стоят, еще работают вроде бы. Хотя минусовая температура, они тут, аккумуляторы не замерзают, что ли? Аккумуляторные. Так, ну вот уже приближаемся. Тут тоже какой-то дом такой древний с колоннами. Ну, как древний? Советского времени там такой. Сталинский, как говорить, культура. Вот видите, да? Дама. А я вчера в Красноярске был. Правда, оттуда тоже посмотрели, как тут колонны такие вот. Ну да, в таком духе. А это что-то вот в новом таком стиле, как он называется, постмодернизм или как-то, ну, в начале 20 века строили вот таких домов тьма очень много. Вот это таких домов, вот как, допустим, в революционных, соответственно, все вот такое вот серенькое, вот такие вот дома, вот такие вот, чтобы поштукатурить, по идее, надо их. Такие какие-то советские еще, да? А тут уже что-то в современном стиле, вот это плиткой обделали, как любят. Это ресторан здесь. Мне надо стоять, ждать перехода. Много вот развозчиков еды здесь ездит на велосипедах. Почему-то они в основном на велосипедах ездят. На самокатах мало. Вот что он еще. Ну вот тут нахожусь по делам, как бы, поэтому решил постримить. Сегодня воскресенье. Что делать? Думаю, похожу. Что опять все шикарно. На переход дается. Кстати, рука уже у меня замерзла. Ё-моё, как бы телефон не замерз. Это мне надо еще отсюда будет выбраться.
без телефона, знаете, как сейчас сложно. А тут вот троллейбусы ходят. Вот эти, да? Такие. Ну, такие вот автобусы, троллейбусы тут новые. Нет вот пазиков, как вот в Якутске таких. Очень редко можно увидеть. В основном вот такие вот большие какие-то новые автобусы. Комфортные. Соответственно. В этом здании в годы войны располагался военный госпиталь. Вот. То есть это еще довоенное. Но окна здоровенные какие, а? Смотрите-ка, а? Окна какие тут здоровенные окна-то у нас. Вот раньше строили, да, окна большие. А вот тут напротив, вот это здание Новосибирский союз потребительского общества. Не знаю, там раньше, когда сюда приезжал, тоже по делам, там Макдональдс был. Я заходил там, ушел в нем. Сейчас Макдональдса нифига не осталось. Ну вот я показывал этот фудкорт, там вообще все шикарно. Чего только там нет, столько там всякой еды со всего мира. Какую хотите, азиатскую, там, восточную, европейскую, итальянскую, еще что-то. Красный проспект 38. Ну вот классический. Вот такой классицизм советский, да? Смотрите, вот мощные такие. Мощное сооружение. Тут находится у нас Государственный университет архитектуры и дизайна. Вот здесь вот. Да, вот тут Новосибирский союз потребительских обществ. Такое вот серенькое здание. Постэклептика или как, ну я не архитектор, поэтому могу наврать. Сильно меня тут не слушайте, конечно. Так, что там написали? Мумбай. Ага, Мумбай, да. Что за штат? Всем привет, индейские друзья. Так, всем привет, привет, Елена. Всем привет, индийские друзья. Привет. Что за штат? Мумбай. Дима, а ты был в Калининграде? Если нет, советую там побывать. Егор Федосеев. Ну да, все еще, знаете, впереди. В чем, я так заметил, чем больше ездишь, тем больше интереса возникает, в некоторые места приезжаешь по второму кругу, как бы хочется новое, да. Ну, надо деньги, время и деньги, да, чтобы можно было. И еще, конечно, вот сейчас вот приехал и в Новосибирске, здесь холодно. То есть, как бы, если бы я летом был, тут, наверное, было покомфортнее гулять там. А сейчас вот еще погода такая серенькая. Вот сейчас я вам тут покажу памятник Владимиру Ильичу Ленину, вождю мирового пролетариата. Здесь метро, вон люди даже залазят. Что там, дофига народу ходит, кстати. Тут дорога такая гигантская, вот это вот в этом месте. Здесь перекресток. Вот это здание облпотребсоюз. Смотрите, такой классический советский стиль начала 20 века, после революции такие делали дома. Где-то 20-е, 30-е годы уже. А потом уже Сталин сказал, нам надо красивые такие, типа античные, типа с колоннами, как чтобы эффект производили. Они такие серенькие. Но они тоже эффект производят, конечно. Но они такой, конечно, мощный. Как вот эта архитектура сталинского классицизма. Вот он, памятник Ленину. Мы видим революционеров. Так вот они вот. Такой вот. Ильич вот такой вот.
необычно, конечно. Как куда-то там смотрит, на бок он смотрит туда, почему-то смотрит он налево. Почему он налево, да? Ну правильно, налево, да. Он налево, а не направо смотрит. Люди фоткаются. Вот, кстати, вот это здание через дорогу, тут Кровеческий музей. Кровеческий музей, интересный города Новосибирск. Здесь напротив административное, насколько я знаю, здание. Вот он такой. Голову повернул. Пальто на нем куда-то ветром, видать, задувает. А вот там сзади театр оперы Новосибирский. Я слышал, его хотели раньше сделать что-то с него другое, какой-то музей коммунизма или что-то, а переделали, короче, в театр оперы. Довольно мощное сооружение, здание такое солидное. Сейчас туда тоже подойдем. Смотрите, сколько здесь, несмотря на воскресенье, сколько тут народищу. Просто сколько машин. Да, тут в Новосибирске нередки пробки практически каждый день. Люди вот ездят с работы на работу. Там, если вы живете где-нибудь на левом берегу, вам на правый надо. Это целое мероприятие туда доехать. Что-то тоже турист что-то снимает. Ну, давайте подойдем к театру оперы. Сегодня какой-то там спектакль будет. А я смотрел, что-то какая-то московская труппа приехала. Москвичи там, с какого-то МХАТ или откуда, с какого-то крутого театра. И поэтому билетики там от 15 тысяч рублей. В общем-то, я думаю, дорого за такую сумму идти на спектакль. Думаю, что-то слишком. 15 тысяч-то. За эти деньги можно куда-нибудь слетать. Да, ну ладно, есть такие любители культуры, искусства. Вот сзади вам снимаю. Более мощные, помпезные такие. В каком году сделали, ну это что-то более современное, помню, такое авангардистское уже строение, не классическое Ленина. Ну давайте туда в сторону. Что эфир идет 17 минут. Ой, театр оперы. Он тоже такой довольно фундаментальный, мощный. А говорю, с него что-то хотели, насколько я помню, не путаю, сделать какой-то музей или центр, что-то коммунизма, что-то такого плана. А потом что-то передумали, сделали театр. Театр довольно, он красивый и создает большое впечатление. Конечно, там вот барельефные у него композиции мы видим. Сейчас туда поближе подойдем. Тусовка здесь, там музыка какая-то грохочет. Это колонки какие-то включил. И музыка там грохочет для чего-то. Я раньше помню, тут какой-то тут скверик был, и там типа рояль стоял или арфа. А вон арфа, я вижу арфа. Такие вот светильнички классические. Классические светильнички. Народу, что тут так много народу? Сам не пойму. Спектакль. Что-то кончилось. Спектакль какой-то. Что сегодня у нас? 2 ноября, 31, 35. Вот. То есть, представляете, тут можете оперу послушать. Если вы любитель оперы, большой симфонический оркестр, концерт, первая скрипка Михайловского театра, выступает Ольга Волкова. 31-1 премьера «Корсар», опера и балет, да, «Опричник». Поближе подойдем. Здесь интересная
Такая вот доска про историю этого театра. Возведен, кстати, смотрите, сталинский 1931-1945 годы. Тут описывают, кто архитекторов, целая куча, инженеры, скульпторы, художники, государственной охране подлежит. Ну и вот тут, видите, барельефная такая композиция. Здесь разных народов России. Вот тут мы увидим танцоров, там грузины танцуют, да? Лезгинку. Так, а дальше переходим. Здесь, смотрите, герб Советского Союза, ноты, лира, да, мольберт. Вот, советского времени. Двери вот такие вот. Двери, я думаю, их обновили. Они поновее выглядят, конечно. Здесь мы видим, гопак танцует украинский, да? Ага. Ну вот народы СССР раньше жили дружно. Все они. А здесь балет. Кардебалет, цирк. Вот такая вот интересная здесь барельефная целая композиция. И здесь вот, смотрите, тоже какая высота. Колонны такие квадратные. А везде же обычно делают круглые. Здесь вот такие квадратные колонны. Интересное. Тоже высокое такое. Все. Большое. Ну вот вышли на боковинку. А вот он получается. Это где зал? Там по кругу видно, да? Вот так вот. Круглое такое строение, подсветочка. Ну сейчас вот будет еще красивее, конечно, все это выглядеть с подсветочкой. Когда подсветочку включаешь, по-другому ощущения какие-то. Вот видно, да? Высота какая. Высотень. Так, ну вот я показал. Не буду я уже обходить его по кругу. Так, кто что пишет? Покажите лучше Екатеринбург. Надолго ли вот тепло в Новосибирске? Холодно. Так. Антон, тепло в Новосибирске? Нет, холодно. Сегодня лед был. Сейчас ветер дует. Тут надо теплую одежду, короче. Шапку, перчатки. Такого плана. Минус там 5 градусов. Где-то так вот. Надолго? Нет, не надолго. По делам приехал. Покажите лучше Екатеринбург. Ну, хотелось бы тоже в Екатеринбург съездить. Большой тоже город. Интересный. Чем он лучше? Чем он лучше? Ну, не знаю. Ага. Так, Екатеринбург сильно изменился в лучшую сторону. Новосибирск тоже меняется и ничем не хуже. Да. Ну, я здесь был несколько лет назад. Ну и много вижу новых домов построено. Ну, как вот продажи, да, вот элитные там какие-то тоже жилые комплексы такие вот. Сейчас тут цены дорожают тоже, как везде, подорожали все это дело. Поэтому сюда стекаются со всей Сибири люди, стекаются, съезжаются, переезжают на постоянное место жительства много, поэтому город растет, увеличивается количество людей, количество машин, количество пробок, все как и везде, как и везде. Ничего тут нового никакого вскрытия в этом плане не сделала. Да, ну, разница часовая у нас Сибирск-Москва плюс 4 часа, то есть сейчас я гляну, сколько градусов, ой, время у нас 6 часов, ага, 6, половина седьмого времени. Ноты. Поскольку театр
оперы музыкальные. Вот они тут арфу соорудили вот такой. Тут, видать, были цветы какие-то. Что-то, ну, естественно, они все сейчас вырваны. Тут типа вот эти клавиши фортепиано. Такие вот. Да, людей тут много ходит. Что они тут делают? Куда-то оттуда идут. Что там находится, я не знаю. Здесь сильно Новосибирск не знаю, поэтому могу наврать. Просто я хожу тут, снимаю, как просто как свидетель. Вот. Театр оперы и балета вот такой красивый. Там, вот, смотрите, видите, даже какая-то на высоту там что-то такое сделано. Обалдеть можно. Да, вот 30-х годов прошлого столетия здание мощное, фундаментальное. Так, ладненько, идем сюда. Сюда идем. Тут такой вот парк, сквер, да. Вот здесь вот, где площадь Ленина. Довольно много деревьев здесь. Ну, сейчас многие деревья уже опали. Поэтому немножко грустно. Грустно, холодно. Как-то так вот по-осеннему. Я на вас, наверное, осеннюю депрессию нагнетаю, да? Но ничего страшного. Я думаю, жизнь она полосами, полоса светлая, полоса темная. Если бы не было вот этих полос, я думаю, постоянно в удовольствии жить, наверное, сложно было. Люди к удовольствию привыкают, а когда вот что-то серенькое, а потом что-то красивое, наоборот, больше эмоций всегда вызывает это. Ну, сейчас можно дома сидеть, там, чай пить, кофе горячее. Ага. Сейчас я тоже, кстати, уже пойду на базу, как говорится. Надо уже вечер, надо будет еще в магазин продуктовый там подкупить, что-то вечером поесть. Заходил я там на фудкорт, там покушали мы, конечно, хорошо так, ага. Там набрали вьетнамской кухни всякой, вот это, супчики, там, лапшу и так далее. Такого плана набрали. Все так сытно, колоритно было. Поел, но сейчас уже долго уже хожу. Теперь надо по новой заправляться. Там попробовал, кстати, сбитень. Вкусный такой напиток сибирский. Ага, так. Удачи тебе, Евгений Плеханов. Спасибо. Ну, российские города многие в положительную сторону меняются. Вот где езжу, да. Везде благоустраивают улицы, асфальтируют, там по новой плитку, там тротуары, там что-то какие-то для людей делают зоны, локации. Тут в Новосибирске тоже там 2 набережных рядом с Аби сделали. Какое-то колесо поставили, обозрение такое гигантское. Надо будет тоже туда сходить. Вот смотрите, это Краеведческий музей здесь. Краеведческий музей, подсветочка. Кому интересна история Новосибирска, Новосибирской области, вот сюда, вот это здание. Билеты недорогие, но зато вы узнаете про много-много интересных сведений, про народности, которые вот здесь вот проживают, историю узнаете города, историю основания. Вот сейчас время 18:39. Кстати, вон самолет летит, садится там. Аэропорт Новосибирский S7 летает сюда, как бы Сибирь, бывшая авиакомпания, довольно мощный такой большой парк самолетов. Летают по всей России, по всему миру они.
аэропорт находится рядом с Новосибирском, там городок есть, ага, небольшой, вот там ехать где-то, не знаю, час-полтора, если с центра Новосибирска до туда. Ну, вот это главная улица, главный проспект. Вон там я вижу какое-то новое строение сделали. Вот, короче, ладненько. Будем прощаться, наверное. Я думаю, мне надо будет час спуститься вот тут в метро, площадь Ленина, да, и там уже добираться надо до базы, где я дислоцируюсь. Надо мне еще на тот берег левый переехать. Сначала на метро поеду, потом там на каком-то автобусе. Короче, целое дело. Все, на все это время уходит, поэтому надо мне заканчивать сейчас. Так что там кто-то написал: приезжайте в Омск. Ага, хорошо, спасибо. Я в Омске был вообще, но один раз, ага. Так, по городу ходил. Тоже город, в принципе, хороший, ага. Но если бы вот в него деньги вкладывали, да, как бы, там же очень такой город был в советское время, очень активный, много промышленности там было, всякий город зеленый. Ага. Антон, мне очень нравятся города Калининград и Казань, особенно Калининград. Советую съездить. Спасибо, посетим, конечно. Ты у нас совсем переехал? Нет, Антон, я нахожусь здесь по делам, поэтому сегодня воскресенье решил стримчики устроить. Вот, поскольку делать нечего, кто-то там рычит. Вот, 0 градусов, кстати, температуру показала, вот время 18:42, 0 градусов сейчас. Вот видно, да? 0 градусов. Ладненько, давайте. Все Покедово, это пробные 2 стрима у меня были. Я не выпускал стримы, уже не делал. У меня они по каким-то причинам не получались с весны прошлого года. Ну вот, а тут что-то и решил попробовать. Может, обновилась программа, может, что. И вот, в принципе, работает. Так что я рад. Будем продолжать дальше стримы делать. Ага, YouTube работает. Ну, я с сотового вышел, поэтому как бы на сотовом YouTube, да, функционирует. И как бы не сгладить. Ладненько, ага. Спасибо всем, кто был на стриме. Так, где тут кнопка? Я уже забыл. А, вот крестик. Я уже забыл, как стримом-то крестик. Оп, завершить трансляцию. Оп.